Ассаламу алейкум. Басмуллах. Садик Хилшин. Вы знаете, я хочу сейчас по фонеме Ф, по фонетике кавказских языков поговорить. Посмотрите, комментарии к другим передачам, они убедили меня в том, что вот эту книгу об исконности фонемы Ф, да, в ингушском языке, под моим авторством, ее не читают, содержание не знают. Там начинают опять какие-то вопросы, на которые здесь уже давным-давно даны ответы. Смотрите, хитрость вся в чем? Вот серьезная такая проблема вот этой книги, знаете, в чем? Я над ней работал почти 10 лет. Здесь на каждой странице 10-20, от 10 до 20 ссылок. Ссылки. Кавычки открываются, страница такая-то, автор указан и так далее, и так далее. То есть это серьезный труд. Вот кто какую-то проблему долго словарями, там, всякими этими сборниками разрабатывает, это огромный труд. Я вам честно, это не фантазерство, не декларация своих там каких-то точек зрения. Тут доказываю я. Вот смотрите, в конце, когда я рассматривать буду эту передачу, я вам покажу, что даже не столько ингушам, эту книгу надо читать и чеченцам, да, в первую очередь. Там у меня доказывается, что исконно у них была эта фонема. Да, я не знаю, почему ее люди не читают, это вообще странная вещь. А смотрите, давайте я почитаю, о чем здесь говорится. Вот смотрите, почему язык, смотрите, почему язык менее других языков Кавказа, подвергшийся изменениям, и более других языков, сохранивший свою грамматическую систему, обязательно должен что-либо заимствовать или изменять в обозначении одной из двух основных грамматических категорий. Что? Фу. Вот по-ингушски фу это что? Тем более, что законы лингвистики этого не допускают. Вот как ученые говорят, академик Долгопольский что говорил в своем сборнике «Москва, 1971 год», страница 108. Не заимствуются названия простейших действий, частей тела, термины, родства, то есть ингушское «фу». Основной строй языка, грамматика, то есть вот эти категории грамматические, что «фу». Понимаете? Вот об этом неужели нельзя было подумать тем людям, ученым, которые еще 160 лет назад начали вот эту издевательскую ситуацию над ингушским языком, что у нас все заимствовано. Вот смотрите, что пишут Абаев и другие. Звуковой строй остинского языка тождествен строю кавказских языков. Только 3 фонемы, 2 гласные и 1 согласная «ф» отличают остинский от грузинского. То есть фонетика, говорит, кавказская. Смотрите. Известный чеченский лингвист Халидов, он в своей работе «Грозный 2008. Очерки языкознания» на странице 177 писал, что заимствование «ф» из осетинского языка невозможно. Почему? Потому что заимствование одним языком из другого звука или фонемы должно происходить вместе со словами, в структуру которых этот звук входит. И отдельно вне заимствования никакой звук не может быть воспринят одним языком из другого. Другими словами, если ингуши переняли «ф», то все ингушские структуры, образующие слова и части речи с начальной «ф», также должны были быть якобы переняты от осетин. А сами осетины, как я только что заявил, что переняли, говорит, фонетику из кавказских языков, понимаете? Вот смотрите, Муса Индиев говорит, нас в связи с ингушским «ф» занимает вопрос, когда и как появились слова на эту букву в ингушском языке. Вот смотрите, если начать историю с древних языков, которые имеют родство, да, с восточно-кавказскими, с центрально-кавказским, ингушским, чеченским, другими. Смотрите, что писал Старостин. Москва, 1988 год, на странице 18. Смотрите, что пишет. Про восточно-кавказский язык имел следующую фонологическую систему.
губные смычные ПБ и губные фрикативные ФВ. Вот смотрите, в этом же материале на странице 168 уже говорится, смотрите о чем. Хурицкий обладал следующей фонологической системой. Губные фрикативные ФВ. Это в работе хурито-уральские и восточно-кавказские языки, вот где параллели эти сверялись. Не только хурито-уральские, но и хатские языки имели в своей фонетике взаимозаменяемые ФВВ. Вот смотрите, сходство представляет существенный интерес потому, что, как давно замечено, в передаче губных фонем типа ва и фа, ви и фи, которые в хатском и хуритском отличались от хетского, хатская и хуритская богоспейская клинопись имеет много общих черт. Это в сборнике «Древняя Анатолия», Москва, 85 год, Иванов приводит на странице 27. Вот смотрите, я это зачитываю все данные, знаете, для того, чтобы вы могли почитать, посмотреть. Смотрите, в другом уже сборнике Старостин пишет, смотрите что. Это в сборнике «Древняя Анатолия», Москва, 85 год, Старостин приводит, известный академик, да. Пранахское фо, зерновой корм, в чеченском хо, в ингушском фу, кабардинском хе, а в адыгском фе, в лезгинском фу, ахтинском фи и так далее, и так далее. Помните, некоторые упрекали, говорят, что в дагестанских нет. В дагестанских языках во многих оно есть. И в акинском был, да. Это же изучал в 1935 году еще Заурбек Радж Максага, он это установил. И в кистинском был, да, этот звук. И во всех языках горских. Словно подтверждая сведения ингушей, ученые установили, для карачаевцев, балкарцев и особенно осетин, мощный субстратный слой местного кавказского происхождения выявлен и в языке, и в культуре. Переход их на тюркскую и иранскую речь имел место не раньше, чем в эпоху позднего Средневековья, то есть представляет собой заведомо позднее явление. Кто это говорит? Это не Бузуртанов Руслан. Это Алексеев, этногенез, Москва, 1986 год, страница 101. Видите? То же самое установили Алексеев, Бунак, Дебец, Хит и так далее, что это носители древнего кавказского типа и языка. Вот смотрите, есть другие еще материалы, которые говорят о том, что у древних народов это было и в ингушском. Смотрите. Слова с начальным «ф» в ингушском языке составляют полноценные морфологические ряды. Какие ряды? Вот представьте себе, вот говорят, что там, например, заимствовано, да? В именах существительного огромный пласт с начальным «ф». Фу – семя, фу – микроорганизм, фу – сам жилище, фу – яйцо, фельк – сказка, фу – воздух. Да, от воздуха до... Как говорится, до могилы все у нас идет, начинается на «ф», фурт наследник и так далее, и так далее. Сидят, понимаете, выдумывают, из года в год вот эту глупость переставляют. Вот эту книгу читайте, родные мои, читайте, хоть знать будете, на чем основывается. В именах прилагательных фила, фе, четкие, фила бдительные, форт, шейный и так далее, и так далее. Во всех частях речи, в глаголах. Футаса – заложить семя, фуала – дуть, фордавала – перейти море, фатиета – бить барабан и так далее, и так далее. В наречиях, фунадия – как-нибудь и так далее, и так далее. В местоимениях. Вот любая часть речи в языке, да, у нас все есть. Фунех, некто и так далее, и так далее, и так далее. Посмотрите, Чикабава, известный лингвист грузинский, он говорил, не грузинский, а кавказский лингвист. Он говорит, язык без морфологии возможен, но без синтаксиса немыслим. И морфология, порядок изменения слов, и синтаксис, правила создания, да, словосочетания ингушского языка, содержат лексические единицы с начальным «ф», то есть незаимствуемые части речи. Но при этом мастистые, в кавычках, языковеды, начиная с Услара, хором утверждают об ингушских заимствованиях. Вообще я не понимаю, как наши вот эти доктора наук, кандидаты наук жили, вот это все глотали, уходили к там создателю, с каким грузом ответственности все это слушали. Мало того, что заносили в учебники.
представляете, что вот эта фонема Ф, якобы заимствованная, да, вот этими ингушами, там, вот этим горским народом, она является чуждой и исторически отсутствует во многих языках. Вот этих, в кавычках, у родителей, якобы нарского эпоса и так далее. У иранских народов, монголов, там, тюрков, армян, греков, русских, евреев и так далее, и так далее. То есть всех культрегеров, вот этих диких, якобы ущелья Кавказа. А если и пользуются вот этими словами, да, с фонемой Ф, то не имеют древних собственных слов с начальным и в других частях это с фонемой Ф. Мурзаев в очерках топонимии Москва, 74 год, на странице 242 пишет: монгольским языкам не свойственны звуки Ф. Звук Ф не свойственен языку славян. Хабургай, старославянский язык, Москва, 86 год, страница 41. В древнегреческом отсутствовала фонема Ф. Армянская фамилия Федотян, это академик Налбандян говорит, происходит от скифского, астинский Федон, очи, и очевидно является поздним заимствованием, поскольку говорит, буква Ф в армянском языке появилась относительно недавно. Древняя Анатолия, Налбандян, Тбилиси, 77 год, страница 210. По-моему, в другом месте, знаете, говорит, вот сколько, говорит, обсуждаю там скифов, говорит, покажите хоть одну строчку скифского языка. Ученые не установили, а, говорят, астинские ученые там, бравурные марши, скифы. Смотрите, и в языке сегодня грузин якобы нет, да, но в языках горных грузинских общих всегда оно присутствовало. Да, присутствовало. У древних. Кстати, есть фонетические остатки того, что это и склонения были древнекавказские, и Ф было. Да. Вот смотрите, современный в персидском языке падар – отец, и осетинская дегорская феда, или фурт, или фат, с теми же значениями, на первый взгляд, вроде бы, говорит, не имеет ничего общего, да? Но через длинный ряд промежуточных форт восходят к древнеперсидскому. Вот современная осетинская фида, форт и фат восходят к древнеперсидскому пита, то есть не было в древнеперсидских и древнеиранских языках. Кто об этом говорит? Не Бузуртанов Руслан. Это Камболов. Таймураз, Владикавказ, 2006 год, на странице 35. Другими словами, и для современного осетинского языка фонема Ф является новым приобретением из кавказского субстрата. Тогда зачем, спрашивается, вот этим хозяевам этого субстрата, ингушам и другим этносам, заново перенимать ее у недавних приобретателей? Нет ни смысла, ни логики. Знаете, как написано в истории СОСР, Орджоникидзе, 1959 год? Вместо иранских в осетинском языке были усвоены кавказские термины, относящие к домашней утвари, земледелию, садоводству, огородничеству, так далее, времени, календарю, культам. Это на странице 34. Выходит, осетинский язык во всем усвоил все кавказское, и слова, и значения, и звуки, а ингуши обязательно должны перенять от осетин фонему Ф и всю вот эту систему. Слушайте, лучше бы задались вопросом ее отсутствия в некоторых кавказских языках, чем вот эти глупости. Не только десятки, вот 160 лет вот это писать. Халидов, чеченский лингвист, совершенно прав, утверждая, вряд ли даже десяток слов из языка донора может включить в заимствуемый язык еще звуки этого языка донора. Он пишет, если бы в ингушском языке Ф фиксировался только в заимствованных из осетинского языка словах, предположение об осетинском происхождении ингушской Ф не вызывало бы особых и возражений, говорит. Однако не может казаться ни странным, что всего лишь 4 словами один язык заимствует из другого звука, затем включает его в структуру собственных и заимствованных из других языков слов. Видите как? Смотрите, последователи Услара, Абаева и так далее так запутались с фонемой Ф, да, что всех запутали и сами запутались. При этом многие исследователи, не пытаясь вот проверять вот эту достоверность, да, вот эти вот утверждений, или изучать эту проблему, как это сделал Бузуртанов, да, в течение 10 лет он мучился, признали фонему Ф осетинской. Вот в рядах этих уверовавших были и специалисты ингушского языка. Да. И не только специалисты языка.
Смотрите, вот смотрите, отсутствие необходимых исследований, да, вот этих лингвистами, да, оно чревато серьезными ошибками и в понимании истории, этнографии, языка, топонимии. Исследователь ингушского нарского эпоса Ибрагим Дахильев пришел к подобному ложному выводу. Какому? Вот он пишет в своей работе. В ученых записках НИИ МАГАЗ 2010 год на странице 46. Он что пишет? Из целого ряда источников явствует, что в истории Асинского ущелья и его долин оставили свои следы персы, грузины, монголы, крымцы. Не зря их в ингушском языке запечатлелись разные иронизмы и даже их фонетические особенности. Например, наличие в ингушском языке фонемы «ф». Видите, к каким выводам приходят? Лингвисты сидят, смотрят в это небо, понимаете, а другие совершают ошибки. Более того, смотрите, что делают лингвисты. Авторы учебного пособия Галгаймот, ингушский язык, Аздоева и другие пишут «Хери озанца луархажье» и перечисляют 12 фонем. Ф, В и так далее, Ж, Ш, Г. Вот эти гортанные звуки. Это Грозный 78 год на странице 41. Странице 24. То есть, кроме Ф, осетинскими признаются и десяток фонем ингушского языка. Вот я здесь пишу, в этом материале пишу. Из чего же в таком случае состоит язык самого древнего кавказского народа? Из жестов, что ли? Да. Чтобы утверждать о принадлежности фонемы Ф какому-то, нам же необходимо исследовать. Надо провести сравнительное исследование. Ну, хотя бы как минимум 2 языков, осетинского и ингушского. Это не делалось и не делается до сих пор. Почему? Для чего? Зачем? Да чтобы не иметь возможности выставлять самодостаточно развитый древний ингушский язык ущербно. Это же продолжать можно ущербно его выставлять. Посмотрите, давайте проверим, является оспариваемым фонема Ф иронизмом, ну, собственным. Вот что утверждают специалисты по иранским языкам. Фонема Ф не имеет в иранских языках вообще традиции, пишут. Древнеиранское П сохранилось в персидском с древнейших времен до нашего, но перешло в Ф в осетинском. Знаете, где это об этом написано? Древние иранские языки, Москва, 1979 год. И думаете, кто редактор вот этого материала? Василий Иванович Абаев, который утверждает, что ингуши заимствовали фонетику у осетин. То есть других материалов, видите, признает. Надо читать все материалы, друзья. То есть в иранском не было, в иранских не было, в осетинском появилось. То есть это признают специалисты по иранским. А вот что говорят местные осетинские исследователи? Давайте почитаем Таймураз Камболов, что говорит в очерк осетинского языка Владикавказ, 2006 год. На странице 98, на странице 115, что он говорит? Из всех иранских языков, только в осетинском языке, общеиндоевропейский согласный П перешел в аспирант Ф. В другом месте еще понятнее уточняет, в отличие от других новоиранских языков, где в начальной позиции П никогда не переходит в Ф, только в осетинском П во всех позициях перешел в Ф, а внутри слова частично и В. Таким образом, осетинский язык отошел от основной магистрали фонетической системы иранских языков. Это на странице 115 этого материала, который я сказал. То есть в иранских языках указанной фонемы не было, осетинский язык заимствовал Ф и отошел от своей собственной иранской фонетики. Вот если здесь у меня целый ряд приводится примеров. Современная осетинская фурт из иранского пудр. Современная осетинская фида из иранского питер. И так далее, и так далее. Осетинская фонс 5 из иранского панц. И так далее, и так далее. Тут много примеров я привожу. Место исследования причин, времени и места перехода осетинского языка с иранского П на начальный кавказский Ф. Исследователи Услар, Абаев, Дашириев, другие безосновательно в течение десятков лет утверждали о заимствовании ингушами осетинской фонемы Ф, что она исторически чужда ингушскому языку. Это смотрите вот в трудах, так написано у указанных авторов. Все обстоит как раз наоборот. Наиболее ярким и наглядным примером развития иранского языка на неиранском субстрате может служить осетинский язык, унаследовавший весьма важные черты своей звуковой системы
и грамматического строя от языков Кавказа. Это не Бузуртанов. Это Василий Абаев в московском издании 1979 года на странице 60. Древние иранские языки. Видите, там что говорит? Мы здесь, говорит, перешли на эту систему фонетическую. Слушайте, откуда появился переход вот этот ПФ в астинском? Вы думаете, сейчас укажут, что от ингушей взяли? Если у грузин нет, у адыгов тоже, у кабардинцев почти нет, а у адыгов тоже это... смотрите, у адыгов и ингушей нет, на них ссылаться нельзя. Астинские ученые определяют адрес заимствования. Астинский отошел от основной магистрали и так далее, и так далее. И что вот это «ф», фрикатив «ф», там другие, является скифо-германской фонетической изоглоссой, то есть из скифо-германских заимствований. Абаев, скифо-европейские изоглоссы, избранные труды, Владикавказ, 95 год, на странице 325-327. Вот видите, в одном материале так пишут, в другом материале так пишут. На каждом шагу как. Вот эти есть, как вот эти сидят, вот эти наперстки играют, шарик здесь, шарик там. Наперсточники. Да, академическими званиями. А мы говорим, Бузуртанов там что-то сочиняет, Бузуртанов что-то делает. Якобы при Черноморье адрес вот этой фонемы, да? Ужас, ужас. Вот смотрите, Камболов что пишет. Он, вот смотрите, Астинский возвращается иногда из кавказского фонетического строя к своим родным древнеиранским формам, где «ф» отсутствовала. Владикавказ, 2006 год, страница 286. Смотрите, даже смотрите, вот заимствованные в астинский язык слова с фонемой «ф» возрождают порой иранское «п». Например, балкарская «фура» дупло дает в астинском «пура» дупло. Академик один, знаете, как писал в вопросах общей иронистики, Тбилиси, 1977 год, на странице 210. Фидан, это Налбандян пишет, несмотря на то, что имя по своему происхождению очень древнее, оно по первой букве имени Ф, которая в армянском языке является новой. Академик Налбандян говорит, у нас, говорит, это позднее заимствование. Из гаргарского языка, из древнекавказского, то есть ингушского. Смотрите, ингушский язык не содержит случайных слов. Здесь все сущее. Каждое вещество, действие, состояние, качество окружающей действительности наделялось нашими отцами собственным, емким, особым, конкретным словом обозначением. В ингушском языке каждая единица целого соответствует стройному морфологическому ряду, где даже малейшие фонетические изменения продолжают семантическое развитие смыслов, наработанных временем, проверенных применением, выпистованных поколениями носителей этого языка, но не заимствованием и не освоением чужого в свой. Вот примеры вам. Год помощь, годер оказать содействие, год штраф, годих просить помощи, годок средств оказания и так далее, и так далее. Лорхам оценка, лархам уважение. И так, вот целые семантические ряды. Целые семантические ряды. У нас нет случайных слов. Нету. В ингушском языке случайных слов нет. Нету. Когда не было. Вот смотрите, Старостин приводит многочисленные лексические параллели про индоевропейский, про северокавказских языках. Вот в своем материале. И что он отмечает? Смотрите, если в глубокой древности заимствованной стороной был язык протоиндоевропейских племен, он говорит, да, об этом. Тогда вопрос возникает, почему же сегодня ингуши, протокавказцы, должны заимствовать фонетические данные, которые когда-то передали протоиндоевропейцам их предки, протосеверокавказцы. Видите, Старостин, другие ученые установили, что прото-северокавказского языка в прото-индоевропейский когда-то была заимствована фонетическая система. Слушайте, зачем нам, наследникам древних кавказских языков,
сейчас от кого-то это заимствовать. Ингушский язык с начальной «ф» выработал 100 фразеологизмов. Фразеологизм – это вещи, которые вырабатываются жизнью поколений. Фордл дехвалар – перейти море. Фокетензеца, то есть грязный быт, непроветриваемое помещение. Бездельничать, знаете как? Фатееты, стучать барабаны. Фунадале, младале, что бы ни было и как бы ни было. И так далее. Сотни здесь фразеологизмов. Вот смотрите. Когда-то в истории СУАСР 1987 год остинские ученые признавались, смотрите, признавали, что как народ сложились мы, говорят, на Малке в 15 веке. Это на странице 141. Что мы сложились только в 15 веке, до этого там история у нас там. Если почитать Мезиева, 2013 год, страница 101, он говорит, что в горах Центрального Кавказа оказались к 17 веку. Смотрите, вопрос о принадлежности фонемы «ф» сродни вопросу о принадлежности башенной культуры Кавказа. Остинские исследователи, чтобы не указать на авторов храмово-башенно-склеповой культуры ингушей, утверждают о принадлежности ее всем народам Кавказа. И в первую очередь самим остинам, самому позднему народу Кавказских гор. Башни – часть кавказионской ингушской культуры, где архитектурные ансамбли существовали, башни, храмы, склепы. Это культурное наследие, материальное условие существования несословного демократического общества, где не было ни рабов, ни господ. Почему это условие, да, материальное условие? Да потому что у нас, если в других местах, где князья и феодалы были, их хоронили по-разному, да, в разных местах, а у нас хоронили всех вместе. Богу молились мы в одних храмах, спасались от врагов мы в одних башнях. Вот эта триада культурная, да, древняя, это маркер ингушского народа. Это условие внесословного общества, дорогие товарищи. Когда начинаете обсуждать, чьи же это были башни, вот вам ответ. В сборнике «Нартоведение 21 века», Магаз, 2016 год, на странице 243, один из авторов утверждает, вопрос принадлежности башенной культуры объясняется просто. Чем дальше от очага башенной архитектуры, тем меньше обнаружится конструкция ингушского типа. И нет обратного движения чужой башенной архитектуры в горы Ингушетии. Правильно. Вот вопрос принадлежности фонемы «ф» объясняется не менее просто. В каком языке больше слов с начальным «ф» из основного фонда незаимствованных слов, тот и является собственником этой фонемы. А помните, я вам зачитывал, во всех частях речи, во всех и в местоимениях, и в наречиях, и в прилагательных, и в прилагательных, и в заимствуемых, и невзаимствуемых. Везде ингушские древние слова идут. Фу, что? Фудят, что случилось? Что с вами? Фу, воздух. Фу, семя, порода. Фу, род, фамилия. Фяр, удача. Фяльк, сказка. Фярл, благо. Фар, хлеб. Фар, жатва. Фасл, действие. Фяш, связка. Фят, судьба. Фярх, оттенок. У нас малейшее изменение. Малейшее изменение приводит к изменению смысла. Фор, море. Фос, добыча. Фост, клеймо. Фу, порода. И так далее, и так далее, и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Барон Услар когда-то в сборнике сведений кавказских горцев писал, эпоху романтизма нельзя было фантазировать насчет природы. Тотчас нашлись бы, говорит, умники, которые уличили бы в несообразностях. Но ничто не мешало нам, говорит, фантазировать сколько душе угодно насчет людей. Ведь горцы их не читают русских книг и не пишут на них опровержений. Вот с этого генерал-майора Генерального штаба российской армии началась вот эта подлость.
что ингуши там фонетику взяли от другого народа. Стыд и срам. Я в начале передачи сказал, мне обидно, что вот именно, что чеченские читатели не смотрят этот материал. Смотрите, на странице вот этой книги, на странице 154-155, что говорится. Тезис Абаева о том, что звук «ф» в осетинском языке является наследием скифоевропейских изоглосс, на сегодняшний день остается гипотетическим, так как не существует текстов для его обоснования. До нас не дошли их письменные источники на скифском языке. Это пишет доктор наук Лейла Увасовна Тариева. Вот я ее статью сюда поместил небольшую. В другом месте, смотрите, она как пишет. Тезис о том, что в историческом прошлом чеченского народа не было фонемы «ф», требует комментария. Фонемы «ф» не было именно в том диалекте, который лег в основу литературного нормированного чеченского языка, где вместо звука «ф» функционировал «х». Однако в эргативных, нахских и в других эргативных языках Кавказа и диалектах или говорах, не легших в основу нормированного чеченского языка, он наличествовал. Об этом же их сообщает и Чухо, отмечая, что звук «ф» встречается также в кистинском и ломакинском говоре. Это же самое исследовал в 1935 году и Заурбек Масагов, что и «ф» есть, и «сесок» называют, и «сек» говорят, они так. То есть вот один из диалектов изменил всю эту фонетику. Помните, когда я говорил? Да, вот когда спрашивают, конечно, родство. Конечно, есть. С теми горскими обществами, которые имеют с нами и фонетику общую, и происхождение. И по преданиям мы одни братья, да. Мы идем от Гала, Ака и Шуата. Да, вот это, от этого корни идут. Баракаллаху Халчан за внимание. Я хотел бы, чтобы вы эту книгу читали. Потом вопросам, которые вы мне задаете, я понимаю, что это не происходит. У нас вот занимаются компьютером, а книги не читают. Это серьезные материалы. Я их исследовал 10 лет, вот эту тему. Потихоньку ковырялся. У людей спрашивал, знающих. Баракаллаху Халчан. Не может наш язык ничто заимствовать. Ни происхождение, ни культуру, ни язык. Баракаллаху.